Всем здравия. Что такое шаманизм? Слово шаман, происхождение слова шаман, имеет как минимум два корня. По одной версии это из санскрита пришло слово. Я склоняюсь ко второй, к эвенкийской. Там оно звучит как саман. И у каждого народа, тех, кого вы зовете шаманом, есть свое название. У бурят это Боо, у саха Оюн, на Алтае это Камы. Отсюда и слово камлать. Представление о бесноватом, который сотворяет какую-то оргию у костра, колотя в бубен. Такое впечатление это в основном у христиан и сторонников двигателей прогресса. Мол, какие шаманы, 21 век на дворе. Говоря не о самих шаманах, а людях северных, так скажем, которые, упрощенно говоря, что вижу, то пою, которые молятся солнцу, земле, воде, лесу, то, что их кормит, огню, то, что их согревает. Конкретно христианам хочется напомнить, как в фильме с Петром Мамоновым «Мир его праху», когда он у служки спросил: ты не помнишь, за что Каин Авеля убил? Так вот, вы не помните, кто первый к Христу пришел? Я помню. Волхвы, те же самые шаманы. Ну а сторонникам прогресса я отвечу вам так. Вы со своим прогрессом загадили мировой океан пластиком. И не только его, уже всю землю. Вы изнахратили землю так, в поисках полезных ископаемых для потребления своих нужд, что земля просто не терпит уже этого. Что вы сделали своим прогрессом? Он неразумен, он по-темному умен, ваш прогресс. Разумное отношение к природе, оно невыгодно, так как нужно вкладываться. А прибыль с рубля 200, прибыль ради прибыли, деньги ради денег. Вот и получаем то, что имеем. Не нужно бегать и кричать, как потерпевшие: мы все умрем. Так мы это заслужили. Эти катастрофы происходят не просто так. Земля уже просто не терпит человечества. Все логично. Только разумное обращение с землей может восстановить баланс. Об этом все. Теперь об иерархии бесов, демонят, так скажем, демонской иерархии. Пока ты послушный винтик в этой машине, демонской машине государства, исправно смазываешь его, платя все подати, согласно киваешь политике партии, тебя не тревожит. Как только ты начинаешь сыпать песок в этот механизм или кидать камни, совать палки, они пристально начинают тобой интересоваться. Демонята, касаемо меня, из республиканского центра дали распоряжение в 10-м районные. Районы дали распоряжение чертенятам по месту прописки. Чертенята, как свиньи, своими рылами роются в моей личной жизни. С кем спал, с кем пил. Бесята шьют
липовые уголовные дела, косвенно притягивая меня к ним. Ну, а демонята держат все это дело на контроле. Все просто. Всем всех благ. Слава роду. Уруй.